сіздермен бірге өңірлік коммуникациялар қызметі. Бүгінгі подкасттың тақырыбы Алтай Инвест 2025 инвестициялар туралы диалог. Әңгімеміз еркін форматта өрбейтін болады. Бастайық. Алдымен қонақтарымызбен таныстырып алайын. Сембинов Ержан Алтайұлы, Шығыс Қазақстан облысының туризм басқармасы басшысы. Ансат Исатай Сәбиұлы, Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының басшысы. Подкастымызға қош келдіңіздер. Бірінші сұрақ, Алтай Инвест 2025 форумының негізгі мақсаттары қандай? Рахмет, Оксана. Ең бірінші мақсатымыз осы біздің Шығыс Қазақстан облысына инвестиция тарту, шет елден и Қазақстанның өзінен. Ең бірінші мақсатымыз. Конечно, это в первую очередь, наверное, показать инвестиционную привлекательность, как говорит мой коллега, потом показать именно наши возможности, показать нашу промышленность, скажем так, заявить всей республике, соседним странам о том, какие направления важны для нас в перспективе, чтобы понимать, иметь понимание, то есть как бы стратегию нашего развития. А чем наш регион привлекателен, вот именно для инвесторов? Во-первых, наша область очень богата ресурсами, все мы знаем об этом. Есть как разведанные, так и неразведанные ресурсы, с которыми надо еще плотно работать годами. Поэтому со стороны иностранных инвесторов очень большой интерес к нашей области. Какие отрасли именно нашей области являются приоритетными для привлечения? Ну, то, что Ержан Алтаевич сказал, это, конечно же, в первую очередь непосредственно область недропользования, это первое. Потом сельское хозяйство. А если непосредственно углубиться в сельском хозяйстве, это же, конечно, молочное направление. Потом переработка масляничных культур. Если взять, допустим, отдельно можно сказать о рыбоводстве, деревообработка. Необходимо также, допустим, говорить о существующих наших водных ресурсах и использовании ее в области энергетики, непосредственно строительства малых гидроэлектростанций. Направлений очень много. Я знаю, что и туризм, да, очень достаточно привлекателен, именно туризм. Природа Восточного Казахстана привлекательна для инвесторов. Есть ли какие-то, возможно, проекты прошлых годов, которые реализовывались благодаря инвесторам? На сегодняшний день есть некоторые проекты, которые находятся в стадии завершения. Это места проживания в таких богатых природой районах Катон-Карагай. Планируется Маракакуль. Аким Восточно-Казахстанской области очень большое внимание сегодня оказывает этому. Есть некоторые меры государственной поддержки, которые мы сегодня распространяем среди туристических компаний, потенциальных инвесторов. Большой потенциал Восточного Казахстана, конечно, для туризма. И мы думаем, что в будущем это будет приоритет нашей отрасли экономики. А можете рассказать немножко о подготовке? То есть вот наметили проведение инвестфорума. Каким образом информация доходит до предпринимателей? Кто будет участвовать в этих мероприятиях? Да? То есть это же не просто пройдет один форум, это будут какие-то совещания, какие-то, может быть, выездные поездки и так далее. Как вот проходит на данный момент подготовка? Ну, я думаю, лучше будет, если Ержан Алтаевич об этом расскажет, потому что они основные инициаторы непосредственно Алтай Инвест, и он непосредственно руководит этими процессами довольно великолепно. На сегодняшний день у нас запланирован, это 26 сентября. Ну, как правильно говорите, до этого многие заинтересованные участники, инвесторы планируют приехать пораньше, посетить наши предприятия, выехать в районы, города нашей области и уже с каким-то кейсом прибыть на проведение форума. До обеда, конечно же, мы будем презентовать нашу область в плане инвестиций, а также то, что мы сегодня имеем, это будут выставка производственных предприятий, сельскохозяйственных хозяйств наших. После обеда планируются панельные сессии, где уже наши бизнесмены местные с инвесторами других областей и также государств будут реально предметно садиться уже за стол переговоров на этих панельных сессиях.
Мгм. А какие страны, инвесторы, каких стран планируют приехать на форум? На сегодняшний день подтверждено 4 области Российской Федерации. Это Тверская, Омская, Новосибирская, Алтайский край. Большой интерес, конечно, со стороны Китая. Мы соседи. Большая делегация это Узбекистана, представители дипломатических миссий Германии, Турции, Китайской Народной Республики, Кавказа, бывшего Советского Союза. Все они заинтересованы. Все они прибудут. На сегодняшний день работа ведется. Было приглашено порядка 150 представителей как бизнеса, так и дипломатических миссий. Сейчас в этом направлении работа ведется. Мы подводим, подбиваем подтверждение приезда этих делегаций. Мгм. Ну, сразу однозначно просто сказать, что, допустим, там эта работа уже проведена нельзя, то есть работа Да, она да. ведется на постоянной основе. Тут важно указать, что есть основные направления, на которые мы делаем ставку, да, то есть то, что я, в принципе, основные направления, которые я перечислил. То есть мы непосредственно смотрим, допустим, делаем аналитику, какие компании именно ведущие. В Китае, допустим, к примеру, очень много же компаний, 1 000 000 компаний, допустим, там работающих в той или иной отрасли. Но мы смотрим, допустим, именно какие ведущие компании, допустим, есть, непосредственно им направляем пригласительные. Со своей стороны именно, допустим, кто у нас работает в этой отрасли, мы их обязательно непосредственно будем делать, чтобы они участвовали на этой выставке. К примеру, там вопросы, если так коснуться недр, допустим, они, на мой взгляд, допустим, общество не имеет такого особого представления, допустим, что у нас есть. Да, мы говорим о литии, допустим, но кто компании-собственники, на каком уровне, допустим, работа проведена, с кем они работают и так далее. То есть очень много вопросов, которые на самом деле зарубежным, допустим, именно инвесторам, допустим, кажется все равно как будто покрытые пеленой. Поэтому мы при помощи вот этого инвестфорума хотим показать свою вот эту открытость и готовность к сотрудничеству. Мгм. Сколько заявок поступило на участие со стороны предпринимателей в нашей области? Вообще, мы, конечно же, у нас есть, допустим, основной зал, который мы разделили на 4 категории. Это сельское хозяйство, промышленность, туризм и энергетика. Но это основные направления, которые, в принципе, как бы обозначил для нас Нурмбет Аманович. Но мы не будем ограничиваться. Я просто вижу, что потенциал в нашей области очень действительно большой. И мы всех производителей, те, которые даже, допустим, я считаю, не поместятся, допустим, в основное помещение, выставочный зал, мы их, наверное, будем все-таки располагать также и на улице. Благо, будем надеяться, что 26 сентября именно погода нам позволит это сделать. Потому что, если так посмотреть, конечно, мы можем на что-то сами рассчитывать и считать, что основные направления у нас одни. Но это все как на рынке, когда человек выходит продавать какой-то определенный товар, он может, допустим, что-то недоучесть, что-то у него идет в большей степени, на что он ставку в принципе как бы не делал, да? А потенциал области просто-напросто огромный. Может быть, это будет в конце-то концов, допустим, креатив, да, который нам даст высокую добавленную стоимость на какие-то те или иные виды товаров. Поэтому предположить довольно сложно, и выставка, я думаю, будет просто-напросто огромной. Ержан Алтаевич, скажите, какие туристические проекты будут представлены на форуме Altai Invest 2025? Ну, видите, любой туризм это связано и с бытом, и с питанием, и в целом отдыха наших людей, и не только. Поэтому все, что будет на этой выставке, это все взаимосвязано. Это инфраструктура, это обеспечение интернетом и всем остальным. Все это как бы идет вкупе с туризмом, поэтому все будет помаленьку набиваться во время форума. Но еще хотелось бы заметить, что мы не только работу проводим одного дня. Бизнесмен, он человек, который считает свои деньги, он понимает, что для любого договора и соглашения он должен полностью быть уверен в своей безопасности, в своих финансах. Поэтому мы будем представлять, если надо, и день, и два, и три, и 4, для того, чтобы создать им площадку для переговоров и прийти к какому-то соглашению. Благо мы проводим это мероприятие у себя в коммунальной собственности. То есть мы за это не платим аренду никакую, поэтому у нас будет большая возможность предоставить площадку, чтобы они хорошо и плотно поработали.
как участники наши внутренние, так и внешние из других стран. Мгм. Исатай Сабиевич, подскажите, вот на региональном уровне для инвесторов какая будет поддержка в дальнейшем, допустим, если они заключат какие-то договоры с нашими предпринимателями местными? Ну, я вообще не раз говорил об этом уже. Для нашего бизнеса вообще, для казахстанского, для международного бизнеса проблема именно в Казахстане — это то, что нет принципа одного окна. То есть как в ЦОН человек пришел, подал заявление на удостоверение, там, допустим, оформил и ушел. То есть то же самое, если так посмотреть, в Китае, допустим, мы возьмем, я, допустим, там работал некоторое время, я видел, как у них, допустим, работает этот принцип одного окна. Я, то есть, полгода не был на одном производстве, там было старое производство, там буквально на 100 квадратах. Я подумал, я же могу сделать то же самое. Приехал сюда, был занят другими делами, в то время, когда я был еще бизнесменом. Потом через полгода, когда я приехал, этот владелец компании той, где он меня пригласил, говорит, можешь, говорит, посмотреть, говорит, мою, говорит, самую компанию, я тебе, говорит, построил, говорит, новый завод и так далее. Я хорошо, то есть я приехал через 6 месяцев, буквально приезжаю, он меня везет, и он мне показывает трехэтажное здание, огромные цеха, новое оборудование. То есть у них идет это, правительство их не смотрит, допустим, на то, какие налоги платит эта компания. И в зависимости от этого уже начинают, то есть они видят его мощность, понимают, допустим, его возможности, в зависимости от этого сами предлагают ему, получается, земельный участок, сами с его слов делают ему проект, сами ему ставят то оборудование, которое ему необходимо, и дают ему сразу же сертификаты, чтобы этот человек начал, по логике говоря, свою работу. Все делается, то есть это, понимаете, мы как власть должны в любом случае прийти к этой методике. Без этой методики ни о каком там серьезном росте Казахстана речи быть не может. Поэтому мы должны именно прийти к этому, создать метод одного окна, чтобы любой человек, пусть это казахстанский бизнесмен, пусть это будет международный, не имеет значения, чтобы он пришел и для него уже, допустим, там, к примеру, при нашем государственно-частном партнерстве было ведомство, которое занимается именно этими процессами. Конечно, одно ведомство, оно не осилит эту работу, но при нем будут, допустим, так же, как и при ЦОНе, допустим, они же взаимодействуют со всеми государственными органами, которые решают, допустим, эти вопросы. Точно такой же подход мы должны сделать просто в отношении непосредственно бизнеса. И тогда у нашего бизнеса никаких проблем не будет. Никакой чиновник, который, допустим, смотрит, скажем так, через призму своих каких-то интересов и взглядов, мы этот вопрос сразу же отметем. Поэтому это первая задача, которую нам ставит глава государства, и то, что требует от нас непосредственно Нурымбет Аманович Сактаганов. Ну, какие-то шаги предпринимаются для Конечно, того, чтобы достичь этой цели? я недавно, как раз, когда был доклад, я сказал о том, что мы хотим создать. Мы уже непосредственно при ГЧП обговорили, какие нам непосредственно госорганы нужны для этого, кого, на какой основе мы будем привлекать. И сейчас, то есть первых появившихся, допустим, я хочу просто именно этот вопрос начать с непосредственно инвесторов, которые придут к нам из-за рубежа, потому что у них все-таки крупные какие-то контракты. И для этого, то есть как бы им будет позволять бюджет для того, чтобы именно вот начать старт этому одному окну. Потому что выстроить эту модель, допустим, на мелком бизнесе довольно сложнее. Поэтому если мы это сейчас пару опытов таких вот проведем, я думаю, что в начале следующего года мы уже, наверное, сможем констатировать о том, что полноценно эта система у нас работает. Ну, здесь хотелось отметить, что на форум приглашены как руководители, так и представители финансовых институтов, где будет большая возможность разъяснить нашим инвесторам о мерах поддержки бизнеса. Есть какие-то льготы, где-то есть методы, подходы правильные, совместная деятельность. Поэтому работа будет продолжаться несколько дней, я надеюсь. Вот мы говорили, да, до начала записи нашего подкаста, что предыдущий форум был где-то 7-8 лет назад. Вот чем этот форум будет отличаться от предыдущего? Во-первых, на сегодняшний день большой интерес со стороны инвесторов иностранных. Во-вторых, форум будет идти на высоком уровне, так как подготовка идет уже почти 2 месяца. Я думаю, этого времени. И еще осталось у нас дней 20 дней. Я думаю, во время вот этого времени будет осознанно и
приедут те, кому действительно интересно и важно поработать в Восточно-Казахстанской области. Ержан Алтаевич прав, мы действительно работаем над целевой аудиторией. Если, допустим, к примеру, там в туризме они приглашают, конечно, стараются тоже пригласить, допустим, какие-то известные сети отелей там, и так далее, для того, чтобы они тоже понимали представление, да, о нашей природе и так далее. Мы тоже точно так же со своей стороны, допустим, к примеру, если мы пытаемся развить рыбоводство, есть, допустим, наша казахстанская школа Балак Мектебе. Мы приглашаем их, приглашаем всех, кого они обучили этому процессу. То есть мы не останавливаемся, мы понимаем, что нам нужно развивать это максимально быстрыми темпами и приглашаем иностранные компании, которые, допустим, работают в области кормов и так далее. Другое дело, кто сможет приехать, а кто нет, но при всем при этом, то есть мы показываем свою открытость и говорим, что добро пожаловать, welcome, Ускамян. Если форум пройдет на ура, то какой итог мы ожидаем? Какой итог ожидаем? Ну, это результаты не одного дня. Вот Сатай Сабич правильно замечает. Если в начале 2026 года мы начнем уже пожинать плоды, вот это будет результатом всего того, что у нас была такая возможность показать свой Восточный Казахстан и открыть возможности для привлечения инвестиций в нашу область. Ержан Алтаевич полностью прав, я с ним согласен. Дело в том, что мы сейчас начинаем новую стратегию развития. И сразу, одномоментно сказать, что будут подписаны те или иные меморандумы и так далее, мы работаем не для этого. Мы работаем для того, чтобы был конкретный результат. Результатами, если так посмотреть, да, подписание меморандумов — это хорошо, это, наверное, важно, но сколько у нас подписанных меморандумов, но потом, допустим, та или иная работа по какой-то определенной причине не ведется. Поэтому мы основную цель ставим на то, чтобы именно этот бизнес процветал. Это и будет реальным успехом для нашей работы, я думаю. И надеюсь, что в следующем году, в 2026 году, проводя этот же, допустим, инвестфорум, я надеюсь, что мы уже сможем говорить о реальных проектах, которые благодаря вот этому инвестфоруму начали, как говорится, работать. И то есть наша экономика, соответственно, получила какие-то определенные плоды. Что бы вы хотели сказать потенциальным инвесторам, которые присматриваются к нашей области? Я бы хотел сказать, что наша область открыта. Руководство, еще раз хотел бы заметить, руководство области очень заинтересовано, так же, как и все сотрудники местной власти на местах, чтобы пошли инвестиции. И сегодня задача любого руководителя области – это основное привлечение инвестиций. Но если можно, хотелось бы, пользуясь случаем, объявить, что 26-го мы будем проводить форум, параллельно он будет идти 2-3 дня, а 27-го, то есть в субботу, в нашем знаменитом этнографическом парке мы будем проводить традиционный ежегодный Всемирный день туризма. Но опять же хочу заметить, что в этом году он будет проходить на очень высоком уровне, с прибытием также очень больших гостей высоких для этого. Это еще одна возможность нам показать, презентовать свой туристический потенциал для тех, кто заинтересован. Туризм у нас, понимаем, что в связи с климатическими условиями, честно говоря, до сегодняшнего дня 3-4 месяца проводили. Все-таки надо переходить для рентабельности на хотя бы на круглогодичный. Компании «Катон» Карагайского района вот с этим соглашаются. Бухтарма, уже идут подвижки, строятся уже отели и санатории круглогодичного характера. Поэтому мы еще раз приглашаем всех гостей области, зарубежных гостей, поучаствовать в этом Всемирном дне туризма. Приходите, будет весело и интересно. Вот. Можно дополнить? Да, конечно. Я со своей стороны тоже, честно говоря, Оксана, это не единственная область, в которой я работал. Я работал в акимате города Астаны, в министерстве, в акимате города Аксалдинской области. И мне есть с чем сравнивать. И я на самом деле, работая здесь, я вижу открытость власти. Я хочу о ней открыто заявить. И если есть бизнесмен, мы не ждем, вернее, мы ждем, конечно, иностранных инвесторов, но для нас важны именно наши казахстанские инвесторы. Это очень важно для нас. Если кто-либо, допустим,
у кого-то закрадываются сомнения, я просто хочу сказать, что любой проект я готов вести лично, готов общаться с любым человеком и готов показать именно открытость власти в полной своей мере. Мгм. Благодарю за уделенное время, за то, что вы пришли на наш подкаст, и мы так поговорили о предстоящем форуме. И встретимся на самом уже форуме 26 сентября. Спасибо огромное. Благодарим. Мгм.